Добрый день, уважаемые ютубозрители, это снова вы, а это снова я. И у нас сегодня будет видеоблог немножко необычный. Обычно я его веду в виде монолога. Но сегодня у нас будет диалог. И диалог у нас будет с Коллеговым Алексеем Олеговичем. Здравствуйте. Всем привет. Алексей Олегович, у меня вот к вам несколько вопросов. Мы с вами частенько терки какие-то устраивали в интернете. У нас разные взгляды по каким-то вопросам были. И с вашими ребятами, и с вами лично. И вот я пришел сегодня пообщаться, ну как-то выяснить какие-то непонятные моменты. И показать нашим ютубозрителям, что есть возможность общения у разных групп людей с разными точками зрения на какие-то проблемы. Что это в принципе возможно. Ну, я думаю, вы согласны со мной. Ну, Руслан, я не считаю, допустим, что у нас разные точки зрения. Мы достаточно на определенной платформе стоим, поэтому я, допустим, не вижу каких-то таких идеологических или каких-то даже, может, религиозных каких-то противоречий между, допустим, там вами и мной. Поэтому давайте поговорим. И вот у меня первый вопрос. Буквально около года, полтора, я слышал от определенных людей, от людей определенного круга, которые вращаются в нашем желтом доме, приближенных людей к этому желтому дому, чтобы я опасался Коллегова, чтобы я не разговаривал с Коллеговым, не общался, правда, не просто с Коллеговым, они вашу фамилию говорили, знаете как, с Коллеговым и Зильбергом. Ну ладно, Зильберг это, возможно, если он захочет, может быть, с ним поговорить. Вот, а как вы думаете, почему? Мне говорили, что вы под колпаком ФСБ, и меня все ФСБ пугали, это он под колпаком ФСБ, ты хочешь его судьбу, ты там... И притом это разные люди, и в разное время, это не один был разговор, это на протяжении 1,5 лет в разное время от разных людей. Но спич был один, как будто под копирку, как будто кто-то его написал, и они транслируют. Но это мое субъективное оценочное мнение. Прокомментируйте это. Почему так вот, такой вот ореол опасности? Ну, вы знаете, мы все граждане России, мы все люди. И когда происходит вот такая ситуация, когда говорят, и тем более люди, наделенные властью, и говорят вот с ним там не общайся, к тому не подходи, тот человек опасный и так далее, значит, наступили какие-то темные времена в нашей стране и в республике Коми в частности. Мы говорим, наверное, сейчас все-таки будем больше говорить о регионе все-таки, потому что мы живем в республике Коми, и местные проблемы республики, именно региональные проблемы, нас больше интересуют, как, знаете, как такой местечковый патриотизм. Потому что всегда мы говорим, что вот там есть Россия, огромная страна, мощная держава и так далее. Но все-таки мы выходим на улицу Сыктывкара, приезжаем в лес республики Коми, дышим воздухом нашего Коми края. И для нас вот эта проблема республики Коми, она все-таки важнее намного, я думаю, считаю, у большинства людей, чем, допустим, проблема там, не знаю, Курильских островов, Калининграда, Адыгеи, там, Ингушетии и так далее. И к вашему вопросу как раз, я думаю, что все-таки люди напуганы тем... Давайте на «ты». Хорошо, давайте к твоему вопросу как раз. Люди ведь напуганы оппозицией, и власть все делает для того, чтобы из оппозиции сделать неких таких врагов, пятую колонну. Что, знаете, это какие-то там фашисты, там какие-то проклятые либералы, какие-то, не знаю, там всевозможные там левые, правые. Что у нас оппозиция, она разношерстная, и чтобы ее как-то отсортировать, как-то ее сгруппировать и показать народу эту оппозицию как врага, надо их, во-первых, объединить хотя бы в умах людей, да, что власть прекрасно делает, поставить на этом всем такое мощное клеймо и говорить, все, это плохие люди, они такие-сякие, так, либералы, это значит гомосексуалисты, фашисты, значит там какие-то садисты и так далее и тому подобное, все. Объявляем их, значит, врагами народа, и ни в коем случае с ними даже не то, что там общаться, вообще здороваться нельзя. Знаете, как бы пытаются из оппозиции сделать неких таких изгоев.
как бы, чтобы оппозицию объединить, и как вот сейчас и получается все дальше. Ну, Оппозиция объединяется благодаря власти. Власти. Да. То есть получается это как знаете, в какой-то хулиганской песочнице, так с ними не дружи. С ним не дружи, это не с нашей песочницы. То есть это вот этот уровень у них, интеллекта что ли? Или это уровень у них вот этого взаимоотношения с народом? Это не так политику делают? Откуда будет большой интеллект, когда вы посмотрите, что сейчас происходит, даже вот, ну, не знаю, с промышленностью, с российской. Посмотрите, что происходит с экологией. Возьмите тоже, допустим, тоже Шиес, о котором постоянно все говорят, да, то есть это же даже не 20 век, даже не 19, а 18. Вы знаете, что в 17 веке просто мусор брали и выкидывали в лес. Да. В 19 его начали закапывать. В 20 веке его начали перерабатывать. То есть, а сейчас нам предлагают, ну хорошо, хоть в лес не отвозят этот мусор московский, хорошо, хоть его там, какие-то ямы роют, хоть там куда-то хотят его прятать. Но опять же, без суда. Да, то есть вот получается вот это уровень вообще как бы всего вот сейчас вот российского, по сути, общества. Поэтому для них самое простое: не разговаривай, не общайся, это хулиганы. Ну, естественно, для вас стало интересно, когда вам говорят, что как бы туда не ходи, с этим не общайтесь, естественно, вам интересно с этим, наоборот, людьми общаться. Ну, я живу, запретный плод сладок. Я живу своей головой, чего и вам желаю, уважаемые ютуб-зрители, живите своей головой. И еще один такой вопрос интересный я подготовил на бумажке. Да, то есть старею, наверное, стал с бумажками ходить. Самому смешно, как я раньше смеялся над теми, кто читает по бумажке. Теперь сам к этому пришел, теперь сам над собой смеюсь. Алексей Олегович, вот в связи с делом Гайзера всплыла вот ваша фамилия, да? Якобы вами там управляли. Вот так ли это или не так? Или как? Ну, отвечая как раз на твой вопрос, Руслан, да, хочется как раз разделить людей на тех, кто понимает, что такое политика, и на тех людей, кто не понимает, что такое политика. Я всегда, всю свою сознательную жизнь, я занимался политикой. А политика, она подразумевает под собой это контакты не только со своими друзьями, но и со своими врагами, с людьми, которые в различных взглядах. И вот эти все контакты, они могут происходить по-разному. Понятно, что придя, допустим, к власти, допустим, та же команда Гайзера, они очень интересно, вот по сравнению даже с тем же Гапликом, они устроили интересную такую систему отбора общественников, систему отбора политиков. То есть они смотрели, кто на что способен сразу же, да, изначально. И, естественно, те люди, которые были, скажем так, с их точки зрения мощными, пробивными, те, которые умели организовывать что-то, для них были, соответственно, интересно. Конечно, были контакты, не только у меня, то есть я могу назвать там сотню фамилий, потому что как бы не так много у нас общественников и политических деятелей, да, которые в Республике Коми, а тем более оппозиционных. Республика Коми у нас только на карте, она огромная, знаете, он говорят, типа огромная, там, как и Россия, там огромная страна, там огромная, да, там огромная там территория и так далее. 3 Франции. По сути, это небольшое, очень, как бы, скажем так, государственное образование, в котором сейчас осталось уже около 800 тысяч, из которых более-менее активных граждан, вообще там, ну, пару-тройку сотен, которых я, по сути, ну, всех знаю, вот абсолютно всех знаю. Кто, что и так далее, кто на что способен, и с кем можно контактировать, с кем нельзя контактировать. Со мной, по сути, в контакт входили и властные структуры, и силовики, и общественники, и политические деятели. И все мы, когда входим в контакт, вот кто занимается политикой, естественно, мы пытаемся какую-то, скажем, для себя выгоду извлечь. И если к тебе подходят люди, которые наделенные властью, не властью там толпы какой-то, да, допустим, которых сейчас вот на митингах собирают, там как Навальный, допустим, он имеет тоже свою власть. Власть толпы, власть, допустим, там в интернете и так далее. А когда человек имеет определенную власть, когда человек формирует списки партийные не только Единой России, но и Справедливой России, ЛДПР и КПРФ, почему бы с ним не войти в контакт и с ним не пообщаться о том, допустим, что вот я думаю, допустим, к примеру, об экологии, там, о точной застройке, о воспитании патриотической молодежи и так далее и тому подобное. Я ему говорю,
что меня интересует, что у меня болит, от чего, вот душа, да, вот, он предлагает свои варианты развития событий, и мы находим с ними какие-то контакты. Ну, понятно. Это, знаете, как когда мы строили в Эжве на улице Славы тренажерный комплекс, мне пришлось идти к Калинину в администрацию Эжвы, договариваться с ним, чтобы нам выделили место, потому что мы не могли сделать самострой, чтобы они взяли его на баланс, на обслуживание. А Калинин член Единой России, и он стал лоббировать интересы уже Единой России, и у нас получилось так, что когда мы поставили этот тренажерный комплекс, у нас там появилась наклейка Единой России, хотя они никакого отношения не имеют. Но вы-то цели своей добились. Мы это понимаем. Вы-то цели своей добились. Мы цели своей добились. Но вот я к чему, так же, о чем вы, только на своем низком уровне, что в любом, даже какую-нибудь пробежку маломальски организованную сделать, нам уже приходится идти разговаривать с политиком. А каждый политик из этих ядросов, они отстаивают интересы своей партии, потому что они зависят от нее, зависят от мнения вышестоящего начальства. Но, тем не менее, продолжу еще как раз по Гайзеру. Видите, как ситуация сложилась. Меня постоянно, вот даже сейчас, кто еще помнит, критикуют, что вот там я там с Гайзером какие-то дела имел и так далее и тому подобное. Знаете, вот ничего подобного такого не было, чтобы, допустим, я исполнял какие-то там поручения, там Гайзера, допустим, Чернова и так далее. То есть я действовал в линии своей идеологии, своих мыслей. Если что-то там у нас переплеталось, да ради бога, мы живем, говорю еще раз, в одной республике, то есть на одной, как сейчас вот Гапликов любит говорить, территории, да, понимаете? Но ты не можешь, грубо говоря, обойти здесь вот эти структуры, властные структуры, еще какие-то и так далее. Если ты выходишь на выборы, тебе приходится встречаться, допустим, с той же Шабаршиной. Вот бывшая, допустим, там председатель избиркома. Тебе приходится с ней встречаться. Которая сейчас в дурдоме проходит обследование. Вот. То есть, и тем более, вот такая ситуация, когда произошла, когда нас посадили, я, знаете, даже вот этой жертвой всем показал, что, ребят, я не работаю с Гайзером. Потому что меня как раз посадила команда Гайзера. И нам вообще просто грозили огромные срока. То есть там от 8 лет и выше. И благодаря тому просто то, что Гайзер сам загремел за решетку. Вот эта вся хватка вот их, которые, знаете, которые вот они нас схватили, посадили, наблюдали, контролировали, чтобы мы там плохо сидели, чтобы нам было плохо, там, чтобы они посылали там силовиков, которые там пугали наших ребят, которые заставляли там писать против меня там заявления новые, да, когда у нас вдруг там за месяц появилось там 14 эпизодов, и у меня там вот наша, вообще вот эта организация «Рубеж Севера», кстати, запрещенная на территории России, то есть ты, Руслан, обязательно потом напиши, вот, внизу какую-то сноску под своим видео, то есть ее объявили вообще экстремистской организацией, в конце концов. Да? И вот эти люди, которые нас посадили, они потом опять сами попали за решетку, и благодаря только этому, вот эта хватка вот этой системы немножко ослабла, и нам как бы посчастливилось отсидеть небольшие маленькие сроки. Притом они вначале объявили вас организация экстремистская, а потом был суд. Уважаемые ютубозрители, открою небольшую тайну. Не знаю, знаете ли вы или нет, я ведь тоже писал заявление в прокуратуру на организацию, вот эту запрещенную. И у меня было в этом заявлении о проведении проверки, именно проведение проверки по факту экстремизма. Почему? Потому что, если вы помните, я работал в епархии, и вы принимали участие в крестных ходах. Помните, да? И нам, нашему сейчас архиепископу Петериму, сверху было спущено, чтобы не было имперок. Помните, вы с имперками ходили? Чтобы не было имперок. Я ему говорю, почему нет имперок? Это флаг Российской империи. Я отстаивал, наоборот. Он сказал, это экстремистские, это экстремистская организация. Притом не было решения суда. И я ему говорю, давайте я напишу заявление в прокуратуру, пусть проведут проверку по сайту и дадут ответ. Знаете, какой ответ? Не было ответа. Не было никакого ответа. Ни да, ни нет. Потом, через года полтора или два, уже у вас вот эти дела начались. Это именно еще тогда это началось. Это тогда уже спускалось. Я это знаю. Я хочу, чтобы наши ютубозрители узнали. И вот как раз следующий вопрос
по теме вашего заключения. Вот у нас тут есть некоторые такие ребята, знаете, с блатной романтикой, вот это сейчас новое АУЕ, там арестантский уклад един, или арестанты урки едины, там, знаете, там вот это все. И они говорят, типа, не по понятиям там работать на администрацию, хозбан и так далее и тому подобное. Прокомментируйте это. Вот, что вы им можете сказать вот на это? Как это? Что там? Что такое понятие, не понять? Вот, не знаю, для меня человек, ну, сложно это понять. Вы знаете, еще раз по тюрьме, вот хочется как бы коснуться, да, вот как раз вот этой ситуации. Когда ты попадаешь в тюрьму, ты находишься между двумя такими наковальнями, да. Во-первых, это твой срок, который тебе грозит. Это силовики, которые постоянно приезжают, которые давят, прокуратура, ну, у тебя это система, да. И второе, твои сокамерники, это люди, которыми ты сидишь и так далее. Знаешь, даже некоторые смеются, бывают очень часто, да, допустим, вот мне дали, допустим, там 4 года, да, общего режима. Да, там написано, что я ограничен в свободе и так далее, и тому подобное, и все такое прочее. Но тебя там нету. Вот в этом приговоре тебя нету. Почему ты мне здесь, грубо говоря, ну, паришь мозги, здесь сидишь там и так далее. Тебя же нету, а ты меня вымучиваешь здесь всего. Знаете? Поэтому... Фамилии нету в приговоре? Не фамилии нету, а людей, которые сидят с тобой в камере. С которыми у тебя отношения, допустим, там не сложились, с которыми там постоянно происходят какие-то драки, там какие-то всевозможные насилия и все такое прочее. В узком да, помещении много людей, да. То есть и этих-то людей нет у тебя в приговоре. Понимаете, вот система тебя сажает, допустим, там на 4, на 5 лет. Но тебя, кроме того, как, значит, лишают свободы, тебе подсовывают твоих сокамерников, которые в основной массе-то люди не то что там недалекие, это всевозможные там убийцы, воры, насильники там и так далее. То есть они как-то влияют на вас? Конечно, конечно. То есть как бы любой человек, который попадает в тюрьму, он сразу как бы на такой, знаете, как бы на такую волну переходит, как в фильмах. То есть он постоянно там начинает как бы смотреть за сокамерниками, то есть он начинает, там, как говорится, фильтровать свои разговоры, потому что в тюрьме нельзя материться. Нельзя, значит, там очень многие вещи делать, которые вы привыкли, допустим, там, ну, там, на воле и так далее. Ну, да? примерно, да, мы понимаем. Там надо вести себя очень культурно и грамотно, да? Вот. И что касается вот блатной вот этой всей романтики, она помогает в тюрьме на каком-то этапе, она понятно, что помогает. То есть как бы здесь есть распределение. Допустим, если человек хочет, допустим, к примеру, там, ну, добиться какого-то карьерного роста в тюрьме там, и так далее, стать вором в законе там, или там, смотрящим там, по тюрьме или там, по зоне и так далее, ему дается там, зеленый такой свет. Должен ругаться с администрацией, ты должен поддерживать там, какую-то там, систему внутреннюю в тюрьме и так далее. И эта система, она придумана же не в прошлом году, там, не сейчас, там, не 10 лет назад. Эта система идет еще, там, я не знаю, даже до Сталина, до ГУЛАГа. То есть она при Российской империи она была выработана. Потому что страна у нас репрессивная, с репрессиями надо, естественно, там, как-то отвечать на это и так далее. Вот. И вот эта блатная романтика, она сейчас переросла, скажем так, в такую некую, скажем, такую непонятную, вот такую какую-то субстанцию, так даже можно назвать, да, и очень сложно в ней даже ориентироваться. Потому что любая религия, любая идеология, вот любое, допустим, любое, вот, допустим, направление в жизни, да, оно написано на бумаге. Вот есть бумага, Библия, Коран, значит, там, не знаю, зеленая книжка, там, не знаю, там, Каддафи, Мао Цзэдуна, красная книжка. То есть это написано на бумаге. Если у вас возникают какие-то вопросы и споры, вы достаете там, я не знаю, Талмуд и говорите, вот то-то, то-то, то-то. По Талмуду это можно, это нельзя. Все. Блатная вот эта вся, скажем, идеология, она нигде не написана. То есть ее можно переворачивать слева направо, справа налево и так далее и тому подобное. Поэтому простые люди, которые не понимают в ней ничего, они 99% они попадают. То есть вы можете правильно себя вести. В тюрьме, я про тюрьму говорю, там, про зоны и так далее. Вы себя культурно ведете, правильно и так далее. Но вы всегда будете неправы.
всегда будете абсолютно неправы. Это делается для того, чтобы с вас потом высасывать какие-то там преференции, там, не знаю, там деньги, там телефон, там колбасу, там еще и так далее и тому подобное. Я сидел в обычной камере больше года. Я это все видел, я и до этого это все знаю. Если бы у меня была задача стать вором в законе, да, то есть как бы или там, не знаю, там смотрящим там по городу, не знаю, там по какой-то деревне, там, не знаю, там по району и так далее, я бы стал им. У меня не было этой задачи. У меня была задача поскорее выйти и опять влиться в общественно-политическую деятельность. Поэтому я выбрал для себя стать обычным мужиком, работать и побыстрее постараться выйти. Через УДО, там, через какие-то поправки, там, и через еще что-то, еще. Вот задача была... Что, в принципе, я и сделал. Да, что и для меня, как бы кто-то что-то говорит, что там, типа, там, по понятиям, не по понятиям. Ребят, это ваши понятия. Вы знаете, что я всем уже давно говорю, что, ребят, если мы придем к власти, это будут первые враги наши. Я говорю про блатных там и так далее. Это их даже не будет. Мы будем уничтожать их еще больше, чем, я не знаю, чем нынешняя структура уничтожает. Понимаете? Поэтому это вообще тема отдельного мне с я об этом молчу. Мне с ними какие-то там дружбы провести как бы смысла нету. То есть как бы и для любого политика, для любой политической общественной организации, вот этот криминальный мир, он не должен быть, не знаю, дружеским каким-то миром. Может, на каком-то этапе, да, как вот делали, допустим, там Ленин, Сталин, там и другие, там какие-то там Че Гевара, допустим, там, ну, то есть вот какие-то революционеры. Да, на первоначальном этапе. Но потом посмотрите, что Ленин сделал, Сталин, там, и тоже там Че Гевара, что сделали с этим криминалом. Да, это действительно большая тема. Конечно. Я думаю, возможно, если получится и вам, уважаемые ютуб-зрители, понравится, мы пообщаемся на блатную тему. И мне очень интересно ваши именно политические какие-то действия, потому что у Алексея Олеговича есть своя программа какая-то, я так понимаю, в голове. Ну, я с ним и до этого общался, она действительно есть, когда он придет к власти. То есть это думаю, не тот популизм, когда, что выберите меня и вам будет все хорошо, мы за все хорошее против всего плохого. А нет, здесь есть определенная конкретика. И вот вы упомянули Сталина, Ленина. Как вы относитесь вообще к левым силам, ну, вот в нашем регионе? Вы знаете, вот сейчас на данном этапе, да, нам предлагают черное и белое. То есть либо выбираете левое, социализм, с человеческим лицом, давайте там достанем Ленина, протрем эти, значит, портреты Сталина и так далее. Либо мы уходим в какой-то жесткий, там, опасный капитализм, где, значит, там все друг друга обманывают, Алексей люди не доживают. А как вы считаете, возможен ли вообще диалог правых и левых? В принципе. Он не то, что возможен, он нужен. Сейчас как раз вот настало время, когда вы знаете, что у нас в России, я еще раз говорю, и не капитализм, и не социализм, и непонятно что. То есть у нас даже возьмите символы и знаки, да, вы знаете, что, как бы, что миром вообще правят знаки и символы. Да? У нас государственный флаг, это флаг РОА, если я не ошибаюсь, да. У нас гимн торгового флота, да. Гимн Советского Союза. У нас везде стоят на площадях, там вот в любую деревню заедь, памятники Ленина. У нас объявлен, значит, свободный рынок вроде как. Здесь же у нас есть олигархи, есть бедные. То есть у нас вообще непонятно, что сейчас происходит. То есть идеи как таковой, идеи в России нету. Если нам говорят о том, что вот там какая-то некая миссия у России есть и так далее, что ну это обман. Это вообще полная чушь. Вообще абсолютная. Посмотрите, да, у нас огромная территория, но еще раз, в мире 7 миллиардов человек живет. Из них только 5% это те, кто живет в России. И о какой мы миссии говорим? Если мне говорили бы миссия Китая, которых уже там, не знаю, 1,5-2 миллиарда, то есть я бы, наверное, поверил. Что да, потому что Китай, у них какая-то есть миссия, они там начинают заполонять весь мир и так далее, это все видно. Вот. Что сейчас происходит? То есть, ну, а вот по, допустим, там, российским меркам. То есть нам объявляют о каком-то, значит, там, Советском Союзе, что мы все там как бы идем, нас
показывают нам по телевизору СССР постоянно, что смотри, как было хорошо. В интернете возьмите куча групп, которые говорят нам, что в СССР было хорошо. Я вам уверяю вас, я как человек, который родился в СССР, который, на глазах которого СССР рушился, это было хорошо. Это было прямо прекрасно, то есть у всех было воодушевление. Если бы люди в то время держались бы за него, вы неужели думаете, что бы СССР рухнул бы? Да никто бы его не позволил бы разрушить, если было бы там все хорошо. Поэтому сейчас на данном этапе идеология непонятная. И сейчас как раз, я думаю, что нужно как раз показать власти и людям, как раз народу, что необходима идеология. То есть надо выбрать. Надо выбрать там либо левую, либо правую. То есть люди должны выбирать. А выбирать они должны через чего? Только через свободные демократические выборы. А демократия при левых, как и при крайне правых, она невозможна. Просто невозможна. То есть вы считаете, при вас именно та демократия, когда будут левые, правые, и вы считаете, ну, народ будет выбирать. Я вас правильно понимаю? Конечно, только народ должен выбирать. Да, только народ должен выбирать, и должна быть обязательно конкурентная борьба. То есть сейчас конкурентной борьбы нету. Вот поставили нам Гапликова. И все, и понятно, что вы не сможете его снести, другого человека вы не сможете на его вот, место поставить, там, тем более оппозиционного. Мы все сидим и ждем, пока вот он уйдет и поставят нам другого, более хорошего барина. А будет то же самое. Почему тогда такая разобщенность у нас в социально активной среде, вот на ваш взгляд? Почему мы все занимаемся не социально активными полезными делами, вот, если Гапликов не нравится, мы его не сносим, а больше 90% своей энергии и сил мы тратим на какое-то, знаете, как у меня с Кармановым, может быть, вы видели какие-то там блогерские там. Нет, мне он вообще, я Карманова вообще уважаю. Нормальный пацан такой, мне просто, как говорится, знаете, по стебу было. Я ему там одно задвигаю, он чем-то меня напоминает. И я вижу уже там на агрессию он выходит, я его тоже начинаю провоцировать. Но на самом деле у меня это вызывало, не знаю, какой-то троллинг, наверное, что ли. Я каюсь, да, не тем занимался, немного пришел уже вот к тому, но мне интересно ваше мнение, почему вот именно так? Ведь многие ведь искренне верят, что там, задавив своего оппонента, он делает правое дело. Притом упуская вот эти вот бабушек, собирающих еду на помойках в магазине «Пятерочка». Это реалии. Я сам видел, это не фейки в интернете. Это у нас улица Коммунистическая. Любая «Пятерка», «Магнит», эти мусорки. Они там... У меня друг на заводе, который приносил вот эти вот сардельки, угощал всех просрочкой. Я говорю, откуда? А у него жены, подруга работает в «Пятерке», которые сами продавцы забирают просрочку себе домой, кушать, они ее замораживают. То есть, представляете, продавцы, рабочие люди, приходят, им это приходится. Вот почему у нас вот такая разобщенность? Ну, во-первых, это работа, очень хорошая работа спецслужб и власти. То есть это вот как раз мы говорили вот по первому вопросу вашему, когда говорят, что типа с тем дружи, с тем не дружи, этот плохой и так далее. Когда делают, вы знаете, вот я сидел в тюрьме, там встретился с ребятами, которые вот тоже, в принципе, там они не последние люди в Республике Коми. И они, вот мы с ними общались, они говорили, а мы думали, ты дебил. В каком плане? Вот мы, говорит, смотрели, говорит, по телевизору, там, читали интернет и так далее, и подумали. И мы, говорит, думали, ты, говорит, дебил. И вот сейчас мы с тобой общаемся, ты начитанный человек, культурный, ты много где был, пишешь книги, пишешь стихи там, и так далее. Вот. Ты, оказывается, другой совершенно, чем показывают тебя по телевизору. Я говорю, так вот вам как раз и ответ на этот вопрос. То есть как бы сейчас власти выгодно показать вот этих плохими, этих дебилами, этих гомосеками, этих там фашистами и так далее. То есть показать крайности какие-то, чтобы люди объединялись вокруг там Единой России, КПРФ, Справедливой России, ЛДПР. То есть
партий, которые разрешены Система. Путиным. Да, система, которую Путин разрешил эти партии, все. Другие партии запрещены, то есть как бы, а это они плохие все. Почему не запрещены? Ну вот они вот такие. Дебилы. Дебилы, да, Ну, дебилы. я это знаю, Искандаров тоже дебил. А я дебил. Идите, Искандаров, И всё, да. не говорите с ним, он пиарщик, он дебил. Это первый Очень момент. знакомо. Первый момент. Второе, видите, как бы очень удобно от кого-то опереться, знаете, как бы и выбрать себе какую-то мощную, красивую политическую фигуру. И начинать его там оскорблять, обзывать и так далее и тому подобное. То есть и ты вроде как бы греешься в лучах славы этого человека. И во-вторых, ты сам себя немножко, так скажем так, ну, укрепляешь в глазах там людей других. Правильно? Как бы если говорят, о, ничего себе, там какой-то Ваня Ветров там на самого Путина наехал, да, допустим, там на Сталина наехал. Ну, он, наверное, крутой парень, там, у него, наверное, там железные в штанах, там, как бы, да, как бы бубенцы. Вот. То есть, молодец, наверное, крутой. То есть, очень легко не создавать, а наоборот, как бы критиковать. И Паразитировать. Паразитировать на этой критике, паразитировать на том, что ты на кого-то там наезжаешь и так далее. Это очень легкое, как бы, вот такой приход, как бы, для, ну, вот для пиара, для какого-то там такого. Поэтому люди и делают, что поэтому вот идет какое-то разобщение, друга все обзывают, оскорбляют и так далее. Но в конце концов, когда ты вот начинаешь это читать, смотреть, устаешь от этого. Устаешь и бросаешь вот эти все, вот, не знаю, там эти сайты. Я уже давно уже перестал наблюдать за очень многими сайтами. Вот там комментарии друга обсирают и так далее. То есть, ну, я извиняюсь уже за такие слова. А с кем бы вы вот вообще принципиально бы не могли вести диалог? Вот тоже я вам описывал это, то есть я транслировал мнение других людей, но специально на публику, чтобы вы могли ответить, потому что на собраниях вот у Сажина вас видели на одном ряду, вы сидели на одном ряду с представителем ЛГБТ. На один ряд стульев, то есть вы в одном краю, потом люди сидели, и там человек сидел, который явно пропагандирует ЛГБТ, и фотография была именно с такого ракурса, что так, я просто примерно представляю расположение зала, и где фотограф стоял, что это намеренно, фотография-то намеренно. Но возникли вот вопросы. Вот прокомментируйте, с кем бы вы не могли бы принципиально общаться, и как это вы на одном собрании? Вот. Знаете, очень сложно общаться сейчас, наоборот, с представителями власти. С представителями Единой России, с представителями там общественной палаты, с представителями Госсовета, там, Горсовета и так далее. Вообще с чиновниками. А что касается представителей ЛГБТ, то есть вот это сейчас стал председатель вот, ЛГБТ, то есть как бы нормальный, адекватный человек, который не пропагандирует гомосексуализм. Мы же боролись с пропагандой гомосексуализма. Да, именно. То есть мы боролись против педофилии, с пропагандой гомосексуализма, а не вот с этими людьми. И когда был председателем ЛГБТ по республике Коми вот реально неадекватный товарищ, который вот как раз вот, там пытался сделать пиар на том, что, вот, допустим, он там меня оскорблял, там, устраивал там всевозможные драки, потасовки, там, пытался проводить какие-то гей-парады. Который в итоге сидит. Ну, наверное, я не знаю, я не слежу. Коллеги, я не слежу. Его посадили, при том, знаете, за что? Перебью, за мошенничество по СМС. В это время очень многим приходили СМС, особенно бабушкам, и потом с карты их списывали счета на Рицына, и он... Видите, какая судьба. Да, то есть судьба, это человек, который... Я не слежу за его судьбой, поэтому... Ну, а сейчас человек, вот реально пришел, который в ЛГБТ, он больше даже занимается правозащитной деятельностью, а не пропагандой гомосексуализма. И почему бы с ним, допустим, не находиться? Понятно, что как бы я ему и не пожму руку, да, допустим, по своим каким-то определенным там, скажем так, критериям, да, но находиться в одном зале, если человек выступает, что-то говорит и так далее, почему, то есть, как бы, почему бы и нет? Почему бы и какой-то диалог с ним не вести? Почему бы не какие-то там создавать там, хотя бы совместные какие-то движения, допустим, которые бы помогли, там, к примеру, там, не знаю, узникам совести, к примеру, да, допустим, там, или выступали бы за честные выборы, или против пыток в полиции, допустим, как вот сейчас вот выступают, вот
тоже этот товарищ, о котором мы говорим, да, то есть, поэтому я не вижу ничего, допустим, такого. Либо донести свое какое-то видение. Конечно, ему. Да. Я вообще любому бы человеку подал руку, который стоит на своем мнении, который и идеологически, скажем так, ну, то есть вот свою идеологию, свою религию отстаивает. Значит, человек непростой, не как, не знаю, там флюгель, которому подули туда, сегодня там Крым наш, сегодня не наш, сегодня надо за Донбасс, завтра против Донбасса там, и так далее. И вот человек не понимает, и как такая вот жидкая субстанция, он начинает там везде как бы это самое. То есть, как бы, если человек имеет свою четкую позицию, я его просто уважаю. Какой бы она ни была, даже которая противоречит моему мнению личному. Понятно. И, наверное, последний вопрос. Знаете, есть такое мнение, я его тоже транслировал в своих блогах, что митинги бесполезны. Что это такая уловка властей вывести людей, там, куда-нибудь поорали, выпустили, ушли. Кстати, по ШИСу КПРФ очень оседлала вот эти митинги в свое время, но где они сейчас? И куда они делись, когда людям нужна реальная помощь? Как вы считаете, вот по митингам, полезны они или нет? Чистой воды митинги, чистой воды или там пикеты, они, естественно, бесполезны, да? Но когда вы выводите людей на улицы, когда вы пишете заявления, когда вы пишете во всевозможные инстанции какие-то обращения, когда вы отстаиваете свою позицию в судах, когда вы работаете в интернете там, и вы работаете с молодежью, там, с разными социальными группами, когда вы действуете по многим направлениям, да, тогда это мощь, тогда это вот реально это помогает. Одному человеку это невозможно. Поэтому нужна организация. Любая организация, она всегда работает по многим направлениям, но это направление будет все равно стекаться для какой-то определенной цели. То есть надо добиться того, чтобы на ШИИСе не построили мусорный полигон. Надо выходить на митинги, писать заявления, что в принципе и делают. Комплексные. Все правильно. Меры. Но должны быть комплексные меры. Когда просто человек вышел, с пикетом постоял, вот он просто, да, это его гражданская позиция, он молодец. А потом вы сказали, пиши заявление в полицию, а зачем мне это надо? Да, зачем мне это надо, там потом по судам ходить, Да. и потом у меня будут проблемы, у меня, у мамы, там, у жены, у сестры, там, и у детей, да, к примеру. И он начинает отступать. Ну, это уже не то. Но что касается КПРФ и ШИИСу, понятно, что КПРФ оседлает любую, просто абсолютно любую, как бы вот сейчас на данный момент, любой протест, да, потому что выгодно, скоро выборы, будет это дальше продолжаться. Если КПРФ сможет остановить стройку на ШИИСе, они молодцы. Я любому из них пожму руку, как раз вот мы говорим о том, кому можно жать руку и так далее. Вот здесь у меня в моем кабинете, вот буквально до моего тюремного заключения сидел, допустим, тоже Олег Михайлов, вот пил вот с кружки вот с этой, вот, где вот написано «Рубеж Севера», еще раз говорю, там вот запрещенная, то есть как бы Россия. Организация, да? Да, то есть это политика. То есть если Олег сейчас двигает как бы закрытие ШИИСа, если ему это как бы вот получится у него это сделать, то как бы он молодец. То есть если это ради пиара и ради, скажем, лишних голосов на выборах, ну, время покажет, время покажет. Время покажет, уважаемые ютубозрители. На этом мои вопросы закончились. Спасибо, Алексей Олегович. Вам спасибо. Я показал на своем личном примере, что диалоги возможны между людьми, если у людей есть свое мнение, есть ум и есть возможность общаться. Не будьте ватобыдлой, будьте людьми. Пока!